Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный пирог с калиной. У меня на канале уже есть один пирог с калиной, а это будет немножко по-другому. Для этого нам понадобится 270 грамм просеянной муки. Сюда добавляем 90 грамм сахара, одну небольшую щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя, тесто будем сегодня месить в планетарном миксере. Насыпаем сюда все сухие ингредиенты, насыпаем в чашу миксера и будем мешать, вернее размешивать. Добавим 180 грамм сливочного масла, я его нарезала немножко, комнатной температуры, не мороженое. Сейчас будем делать крошку. Сначала на маленьких оборотах, потом прибавляем. Добавляем одно яйцо. Это у нас будет песочное тесто. Добавим несколько ложек холодной воды. Я добавлю 3 ложки. Там посмотрим. Долго месить не надо. Просто тесто должно собраться в ком. Вот она уже у нас собирается. Все, можно включать. Вот такое тесто у нас получилось. Очень мягкое. Собралась в ком. Сейчас мы ее накроем крышкой и оставим пока. Поставим в холодильник. Пусть пока отдыхает. Сейчас закрою пленкой, потом крышкой. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам надо будет калину. Здесь у меня 700 грамм. Она почищенная и замороженная. Перекладываем в кастрюльку. Если у вас свежая калина, то надо будет немножко добавить воды. А так как у меня замороженная, воду добавлять не надо. И будем его сейчас варить. Калина у меня кипит. Ну, сколько соку дала. Сейчас накрываем ее крышкой. И под крышкой проварим где-то минут 10. Калина сварилась. Сейчас ее понемножку будем наливать в дуршлаг и протирать через дуршлаг, чтобы у нас все косточки остались на дуршлаге. Вот такое пюре у меня получилось из калины. Сейчас к нему добавляем 200 грамм сахара. Размешаем. И пока уберем, чтобы остыло. Калина немного остыла. Сейчас потихоньку будем добавлять сюда муку. Вообще нужно, конечно, добавлять ржаную, но у меня ржаной нет. Я буду добавлять цельнозерновую.
И я думаю, 5 столовых ложек будет достаточно. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать пирог. Тесто делим на 2 части. Одну большую, одну маленькую. Маленькую пока уберем, а большую будем раскатывать. Тесто я раскатала. Толщина теста примерно 5 миллиметров. У меня сегодня новая форма, 28 сантиметров. Вот в этой форме будем делать пирог. Тесто я уложила и сделала бортики. Сейчас кладем начинку. Этой начинки хватит на 2 пирога. Такую начинку можно просто заморозить. Когда вы захотите пирог с калиной, разморозить и сделать. Это уже готовая начинка. Сейчас будем закрывать наш пирог. Лишнее тесто уберем. Вот такой пирог у нас получился. По центру пирога сделаем небольшую дырочку. Это чтобы у нас крышка не поднималась. И пирог смажем яичным желтком. Печем при температуре 180 градусов где-то 25-30 минут. Наш пирог готов. Смотрите, какой он красивый получился. Я еще хочу вам продемонстрировать свою новую сковородку. Она очень удобная, у нее дно снимается. И очень удобно вытаскивать пироги. Вот так вот. Просто я еще не приноровилась. Вот, смотрите. Очень удобно. Сейчас мы его попробуем разрезать. Тесто хрустящее. На песочном тесте очень вкусные пироги получаются. Смотрите, какой пирог получился. Очень-очень вкусный, ароматный. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.